Два поколения – Анатолий Зеваев и Алан Кукаев. Что общего между этими двумя талантливыми людьми? Оба родились 28 мая, но это не главное. Главное, что они оба работают над одним спектаклем по пьесе Лопе де Вега «Учитель танцев». Пьеса о любви. Любовь актуальна всегда, в любую эпоху, в любое время года и в любое время дня и ночи. Вот. Поэтому Лопе де Вега, автора, которого мы взяли для постановки, он считается отцом испанской драматургии. Он написал за свою жизнь более 5000 пьес. Это надо вникнуть, что такое 5000 пьес. Не 5 и не 500, а 5000. Ну, до нас дошло, по-моему, около 500 пьес. И все пьесы, почти все пьесы, они гениальны, потому что он вообще абсолютно гениальный поэт. Он бывший воин, театральный деятель и так далее. Но, конечно, больше всего он любил театр и занимался театром. В прошлом веке, будем говорить, в 20 веке, 20-м, 19-м, 18-м, очень часто обращались к Лопе де Вега. Сейчас, к сожалению, меньше и даже, я бы сказал, мало. Вот. Вы, наверное, видели единственный фильм, где играла Терехова, Боярский, Караченцев, который называется «Собака на сене». Это тоже Лопе де Вега, по пьесе Лопе де Вега. То, что касается нашего спектакля «Учитель танцев», это интересная пьеса. Во-первых, там очень много юмора, очень хорошая поэтическая драматургия. Раньше пьесы Лопе де Вега назывались «Комедия плаща и шпаги». Мы трактуем их как комедия, героическая комедия. Конечно, там присутствует и поединки на шпагах, и танцы, естественно, потому что «Учитель танцев» называется спектакль. И любовь. Спектакль драматический, но при этом в нем использовано много танцевальных номеров, поставленных на музыку разных композиторов и комбинированных на вкус Анатолия и Алана. Любой зритель сможет увидеть на сцене завораживающие испанские танцы. Это и ригидилья, и хотта. Но режиссер делает акцент на игре актеров. Мне позвонил Анатолий Гаврилович Зеваев. Я был в Москве. Он говорит, приезжай туда-то, туда-то. Это в театр Джигарханяна. Я приехал, мы встретились в гримерной, сидели, Анатолий Гаврилович мне рассказал так эмоционально все, что это будет и как. Ну, естественно, такой уже выдающийся актер, признанный, я не побоюсь этого слова, в мировом масштабе. И мне, как молодому хореографу, интересно работать с такой личностью, так скажем, да. И я с удовольствием, конечно, согласился, хотя у меня вся моя работа, и я, грубо говоря, постоянно нахожусь в Москве. Но я попросил моего друга Валерия Суанова, грубо говоря, быть моим другом не только вне, допустим, работы, но и в работе. И мы решили вдвоем взяться за эту работу, поставить хореографию в спектакле Лопе де Вега «Учитель танцев». Преобладающее большинство хореографий ставит Алан. Я ставлю какие-то там дуэтные куски, любовные какие-то сцены. Если, допустим, у меня возникает желание что-то, допустим, поменять или в его хореографии, или, допустим, в композиции, я обязательно звоню там и консультируюсь с ним, мы спорим очень оживленно, но всегда мы приходим к консенсусу. В спорах с Аланом у нас всегда рождается какая-то истина, и мы часто даже провоцируем эти споры, чтобы прийти к какому-то такому общему знаменателю, и практически всегда бываем удовлетворены своей работой. Несмотря на занятость и востребованность за пределами Осетии, Анатолий и Алан стремятся радовать и баловать родного зрителя. Плоды их совместного труда уже в скором времени мы с вами сможем увидеть на сцене Северо-Остинского драматического театра.